Якутский республиканский онкодиспансер начал свою деятельность в 1950 году. И если в начале своего пути медицинское учреждение базировалось в деревянном здании на 20 койко-мест, то на сегодняшний день специализированные учреждения ведут свою работу в нескольких зданиях. Так, в 2018 году по решению главы Якутии Айсена Николаева диспансер был временно перемещен в здание Якутской городской клинической больницы. Раньше в этом здании располагалась и поликлиника, и стационарное отделение, лаборатории, функциональная диагностика. Проходили лечение где-то около 3 тысячи пациентов в год. Сегодня в здании на Стадухина 81, корпус 1, за прошлый год лечение прошли 7,5 тысяч пациентов. С того времени борьба с онкологическими заболеваниями в регионе набрала обороты. Новые виды высокотехнологичной медицины сейчас на раннем этапе позволяют выявлять и более эффективно лечить онкологические заболевания. Онкохирургической службой Якутского республиканского онкологического диспансера за 2023 год было проведено более 2600 операций, из них около 170 высокотехнологических. Отделение рентгенохирургических методов диагностики и лечения Якутского республиканского онкологического диспансера работает с 2020 года. При проведении операции теперь используется не привычный скальпель, а игла. С помощью нее они выполняют комплексы менее инвазивных вмешательств. В первую очередь диагностируют новообразование, а также проводят лечебные и паллиативные процедуры для стабилизации состояния пациентов. С открытием нового онкоцентра количество высокотехнологичных операций увеличится. Планируется ввод ангиографического комплекса, то есть мы начнем выполнять внутрисосудистые операции малоинвазивные. Это операции на опухолях печени, почек, матки и других локализаций. В основном это остановка кровотечения малоинвазивным путем, без операции. И химиотерапия, локальная химиотерапия, то есть ввод химиопрепарата прямо в сосуд опухоли. За 2023 год врачами отделения рентгенохирургических методов диагностики и лечения выполнено около 4,5 тысяч малоинвазивных процедур различных локализаций. Помимо этого появляются новые подходы в лекарственном лечении опухоли и инновационные методы исследования для диагностики рака. Алло, здравствуйте. Программа «Онкопоиск», оператора «Элита». Слушаю вас. Скрининговый онлайн-проект «Онкопоиск» на базе диспансера действует с 2020 года. Его основная цель – выявление бессимптомного доклинического рака или предраковых состояний. Анализ крови и скрининговые технологии проводят по 6 основным видам рака, которые являются ведущими причинами смерти населения региона. Это скрининг рака легкого, молочной железы, колоректального рака, печени, шейки матки и предстательной железы. За 3 года действия проекта было анкетировано около 22 тысяч человек. Любой человек может зайти на сайт Онкопоиск САХА.РФ на телефоне через компьютер и пройти анкетирование. При выявлении анкетируемого высокой группы риска пациенту предлагается пройти обследование в условиях нашего онкологического диспансера. Это будет все бесплатно в рамках ОМС. При этом пациент может выбрать любую дату и время посещения нашей клиники. При этом необходимо только лишь согласие. Также Якутский онкодиспансер и IT-компания «Сайберия» подписали соглашение о сотрудничестве. Они будут работать над реализацией проекта «Совместная научно-исследовательская работа по созданию модели по выявлению образований в молочной железе на базе томосинтеза». Целью является разработка системы программного обеспечения для лучевой диагностики, чтобы значительно облегчить работу врачей и повысить качество медицинского обслуживания. Срок соглашения подписан на 3 года. В первую очередь дает возможность нам, как разработчику, провести научно-исследовательскую работу как раз-таки для развития наших продуктов. А для медицинских организаций и институтов это в первую очередь научная деятельность. Очень радует, что внимание наших IT-специалистов направлено именно на здравоохранение. И объединившись, мы сделаем очень интересный продукт. Надеемся, что он будет качественный. У нас, как у специалистов, тоже есть свои идеи, свои наработки. И вот совместная работа, я думаю, принесет очень хорошие результаты. Важной новостью стало и то, что строительство нового диспансера, первая свая которого была забита в сентябре 2017 года, завершилось.
Большое современное здание площадью более 25 тысяч квадратных метров состоит из 4 блоков. Первый уйдет под поликлиническое отделение на 210 посещений в смену, во втором будут операционные, а в третьем разместится стационар на 180 круглосуточных коек и 16 коек дневного стационара химиотерапии. Онкоклинический центр состоит из стационарных отделений, 5 отделений хирургического профиля, химиотерапевтическое отделение, диагностические отделения, это отделение лучевой диагностики. Пребывание пациентов в медучреждении станет гораздо комфортнее. Особое внимание уделено техническому обеспечению центра. Несмотря на санкции, были завезены и настроены высокоточные медицинские аппараты, которые позволят обеспечивать высокотехнологичную медицинскую помощь всем нуждающимся. Появилось новое оборудование, например, ангиограф – аппарат, с помощью которого можно визуализировать просвет сосудов и полости сердца. Такой спектральный компьютерный томограф, двухэнергетический компьютерный томограф, 268-срезовый. Такой томограф у нас 3-й в России. Это один из самых передовых компьютерных томографов. В нем используется спектральный КТ, двухэнергетический, что улучшает качество визуализации опухолевых заболеваний, такие сложные, как печени, поджелудочной железы. Такой ангиограф будет единственным практически на Дальнем Востоке. При помощи этого ангиографа будут выполняться такие очень точные малоинвазивные операции. Может, наверное, многие наслышаны, это такие операции, как химиоэмболизация при раке печени, при раке почек, при раке женской половой сферы. Многие пациенты раньше ездили на данные процедуры за пределы республики. Это либо в страны зарубежья, либо в центральные города России. На сегодняшний день, когда у нас онкоцентр ведется, мы данные процедуры можем проводить самостоятельно. Данное оборудование предполагает особые условия, из-за чего на строительство объекта потребовалось гораздо больше времени. До начала национального проекта, буквально несколько лет назад, мы не могли оказывать полную медицинскую помощь по многим локализациям. Пациенты вынуждены были выезжать за пределы республики. С начала действия и национального проекта, во время которого проведено переоснащение онкодиспансеров, онкологической службы, и сейчас с вводом нового здания мы можем оказывать медицинскую помощь практически во всех случаях, при всех локализациях. Штатное расписание нового онкологического диспансера предполагает работу более 1000 сотрудников. Это в 2 раза больше, чем в прошлом году. С 2017 года идет планомерная подготовка медицинских кадров для диспансера, и все они ждут момента, когда приступят к работе в новом современном центре. Также отметим, что если раньше выполнялось примерно 2000 операций в год, то теперь это количество будет увеличено вдвое. В том числе новое оборудование значительно расширит перечень локализаций заболеваний, по которым может быть проведено оперативное вмешательство. В свое время проект разделили на 2 пусковых комплекса. Дело в том, что вот для оборудования лучевой терапии самое сложное в строительстве – это строительство каньонов для радиационной безопасности. И строительство новых каньонов, нового корпуса предполагает больше средств и финансовых вложений, и временных, И в свое время было принято такое решение, чтобы разделить его на 2 очереди и сохранить этот корпус, потому что здесь имеются готовые каньоны. Строительство данного диспансера – результат регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями», а также национального проекта здравоохранения, инициированного Владимиром Путиным в 2019 году. Отметим, что за последние 5 лет в Якутии ввели рекордное количество медицинских объектов. С каждым годом внедряются новые методы лечения, а укомплектованность кадрами в медучреждениях растет.